Добрый вечер. Вы тоже кого-то хотите найти? Да. Бабушку. А как тебя зовут? Андрей. Мы очень хотим найти бабушку, Так. прочь Марию Петровну. А тебя как зовут? Меня зовут Леня. А с кем вы приехали? С мамой Юрой. Светлана Юрьевна. Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Расскажите нам, пожалуйста, что это за история? В конце 2006 года, в сентябре 2006 года, значит, к нам поступили в Азовский детский дом несовершеннолетние Белау, Леонид и Андрей. Мама лишена родительских прав. Папа записан со слов мамы. Когда мы изучали личное дело, там буквально одной строчкой было написано, что где-то на Украине, в Львовской области, проживает бабушка несовершеннолетних. Также написано со слов мамы было «Прочь Мария Петровна». Мы отправили письмо и очень хотим найти в интересах детей несовершеннолетних. Как бы ни было хорошо в детском доме, но все-таки мы считаем, что дети должны воспитываться в семье. Значит, тебя зовут Андрей, да? А тебя Леня. Ну-ка, возьмите за руки. Так, а теперь меня возьми за руки. Мы нашли бабушку. Так, теперь слушайте. У бабушки очень высокое давление, поэтому она не смогла приехать. Кроме того, у нее хозяйство. Куры, гуси, корова есть. И также сразу их не бросишь, правда? Поэтому она выехать сюда не смогла. Но бабушка вас очень-очень ждет. И она прислала за вами вашу тетю. Она прислала тетю Машу. А вместе с тетей Машей приехала ваша сестра Оксана. А вы про нее знаете, нет? Знаете, да? Она постарше вас, да? Но я надеюсь, что вы с ней подружитесь, да? Сейчас они вам все расскажут про бабушку и про отца. Чего ты? Все хорошо же. Я знаю, что Андрей и Леня приготовили для бабушки подарок. Они нарисовали вот такую вот картинку. Так, вот это бабушка, правильно я говорю, да? Да? А где Андрей, а где Леня? Показывайте. Это кто? Это Леня, это Андрей, да. Один побольше, другой поменьше. По-моему, это надо повесить в рамочке на стенку. Да?